В 2023 году показатели по начислению таможенных платежей превысили плановые значения на 826 миллионов рублей. С 1 января прошлого года таможенные органы Абхазии перешли на применение классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Поставленные перед таможенными органами задачи были выполнены в полном объеме, сообщил председатель ГТК Отар Хеция. Значимым событием 2023 года стало принятие нового таможенного кодекса, который вступает в силу с 1 января 2025 года. Нам предстоит большой объем работы по его полноценному внедрению в работу таможенных органов. В связи с этим ответственным структурным подразделением таможенного комитета реализацию данной задачи сделать приоритетной. Наша задача максимально облегчить и упростить перемещение товаров через таможенную границу, создать комфортные условия для ведения бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность нашей республики. Объем начислений таможенных платежей за прошлый год составил 3 миллиарда 673 миллиона рублей. Плановые показатели были выполнены практически по всем видам платежей, за исключением таможенной пошлины по экспорту. Невыполнение плана связано с временным снижением экспортной ставки на лом черных металлов. В сравнении с показателями за предыдущие годы, показатели 2023 года значительно выросли. Наблюдается увеличение объемов таможенных платежей на более чем 748 миллионов рублей. Объем внешней торговли Абхазии вырос на 4,9%, объем импорта на 26,5%. Внешний торговый оборот по импорту Республики Абхазия в 2023 году составил 41 миллиард 693 миллиона рублей. По сравнению с 2022 годом в номинальном выражении увеличился на 26,5%. В абсолютном выражении это на 8 миллиардов 725 миллионов. По данным таможенной статистики, динамика импорта республики положительная. Небольшой спад наблюдался лишь в период начала, за эти годы, в период начала пандемии коронавируса, где объем импорта незначительно сократился до 19,7 миллиарда рублей. Если в 2018 году объем импорта составлял 18,5 миллиардов рублей, то в 2023 году данный показатель вырос на 125%. Анализируя статистические данные за последние 3 года, можно констатировать факт наращивания роста импорта республики с 2021 года на 39,6% или на 11,8 миллиардов рублей в абсолютном значении. Суммарный объем внешнеторгового оборота Абхазии составил более 49 миллиардов рублей, что на 9 миллиардов 72 миллиона рублей больше, чем показатели 2022 года. На долю импортного товарооборота пришлось 41 миллиард 693 миллиона рублей. Экспортный товарооборот составил 7 миллиардов 310 миллионов рублей. Хотелось бы отметить, что в первом квартале 2023 года Главным управлением совместно с Министерством экономики была проведена работа по внесению изменений в таможенный тариф Республики Абхазия. И с 1 апреля 2023 года новые ставки ввозной таможенной пошлины вступили в силу, в результате чего в бюджет Республики Абхазия дополнительно поступило порядка 100 миллионов рублей. Также с подробными отчетами о проделанной работе за 2023 год выступили и начальники других отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги коллегии, первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что на сегодняшний день ГТК формирует собственную часть доходов бюджета в объеме 64%. И это достаточно высокий показатель, который дает возможность выполнять основные задачи, функции, возложенные на государство. Сегодня в докладах прозвучало о том, что с 1 января вступят в силу достигнутые ранее договоренности и намерения по обмене форм таможенного контроля в электронном виде. Это очень важный аспект, на который стоит обратить внимание после введения в действие со следующего года нового таможенного кодекса. Большая часть таможенных процедур, так или иначе, уважаемые коллеги, будут подвержены автоматизации. И к этому надо обязательно идти и большими шагами темпы в этом плане наращивать. Это очень важный аспект. Дело в том, что без взаимодействия синхронного сложно будет. Сложно будет прежде всего
мы на что нацелены все вместе? Создать комфортные и прозрачные условия для участников внешнеэкономической деятельности. Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов поблагодарил абхазских коллег за совместную плодотворную работу и взаимодействие в сфере таможенного сотрудничества. В 2023 году сделано многое. Реализовано множество стоящих перед таможенными службами задач. Однако в предстоящем году планов намечено ничуть не меньше. В частности, введение аэропорта и то, о чем говорилось, что необходимо проведение обучения сотрудников для того, чтобы правильно организовать таможенный контроль в аэропорту, работы над досмотровой техникой. Я понимаю, что это важнейший вопрос, и те люди, которые пройдут обучение, это будет золотой фонд Государственного таможенного комитета. Организация защищенного канала связи между ФТС и ГТК, обмен опытом правоохранительных блоков таможенных служб и многое другое. В этой связи я уверен, что мы, уважаемые коллеги, не понизим тот высокий уровень и результативность нашей совместной работы, достигнутые за предыдущие годы. По итогам коллегии работа Государственного таможенного комитета за 2023 год была признана удовлетворительной. Также был утвержден план работы таможенного комитета на этот год. Алька Трапшнар, Соуцулукия, Абхазское телевидение.